Вторая группа с тобой едет. Халк, Зурабов и Перхоев. Хаци на месте там будет. У тебя машина есть. Война черным лесорубам объявлена. Отряд защитников природных богатств Ингушетии готовится вновь выйти на охоту. Но перед этим для участников рейда по незаконной вырубке леса проводит обязательный инструктаж о том, какие меры следует предпринять в случае выявления факта кражи деревьев в лесном массиве. За каждым участком закрепленным один, что егерь вар, лесник вар. Шей дай хай уалыжи, цана информация ли, шей нокос тогда эли, шей руководство тогда эли, ер информации. Дорогишь хаваша хита, сколько надо. Вы сегодня видите, сегодня небольшая часть нас только собралась. Да, вон ресурс сегодня, как нах бывает, шорт, бог хабишов, давай. Дай хай эли, без буанец хаваша хиха, рейд хай геолжи, бог хаби без хай. Всего Министерством природных ресурсов и экологии Ингушетии было сформировано 6 бригад, которые разбили по всей территории лесного фонда Сунжского района. И в каждую из них вошли егеря, лесничие и другие работники подведомственных учреждений. За один день охватить весь лесной фонд района, чтобы за раз заодно и провести инвентаризацию, где что, какие рубки есть, в каком состоянии. И за раз выявить все имеющиеся нарушения на территории района. Это как незаконная рубка, как браконьерство, незаконная охота. Вот такие вот нарушения. Так называемые черные дровосеки, как правило, орудуют по ночам, но следы их незаконной деятельности можно заметить уже в дневное время суток. Выехав на одну из точек в лесном массиве, где предположительно проводилась незаконная рубка, работники Минприроды наткнулись на эти свежесрубленные и распиленные пополам стволы деревьев. Видимо, кто-то еще не успел вывести их незаметно. Впрочем, поймать на месте преступления удается далеко не всех нарушителей. Благодаря новой технологии черные лесорубы могут срубать деревья практически бесшумно, но сам участок круглосуточно под надзором. Буквально вчера, наверное, была проделана эта работа, и вот сегодня уже информация разошлась по всем населенным пунктам, что мы выезжаем, и вот они уже их отсутствуют. Если сегодня уже не проработать, я думаю, завтра, сегодня ночью они уже будут постараются вывести свой лес, который они вырубили. Но со всеми усилиями постараемся сегодня арестованный лес доставить на нижний склад и провести следствие. Сколько составлено административных штрафов и проведено воспитательных бесед с нарушителями и не сосчитать. Работники Минприроды неустанно повторяют, вырубка леса может производиться только на законных основаниях, то есть при наличии официальных разрешающих документов. Но многие не знают или просто игнорируют эти правила. Именно для борьбы со злостными нарушителями и проводятся такие рейды. По имеющейся информации уже есть несколько мест выявленных незаконных рубок, в том числе и сейчас, вот, где мы были. Задержать, естественно, не удалось никого. Мы и предполагали, что так будет, когда проводится такой массовый рейд. В любом случае происходит утечка информации. Такие мероприятия у нас проводятся уже оперативно, отдельными группами, чтобы был эффект неожиданности. Только так получается задержать, выявить непосредственно на месте рубок людей. Такая работа у нас тоже будет. Каждый зарабатывает как может, оправдывается большинство нарушителей, но закон никто не отменял. Все выявленные нарушения за сегодня будут расследоваться и виновные понесут соответствующее наказание. В министерстве заявляют, в этом году контроль за лесными ресурсами республики усилен несколько раз. Впредь подобные рейды будут проводиться ежемесячно, а то и чаще. Те незаконные рубки, которые происходят, они наносят просто колоссальный ущерб. И оценить их на сегодняшний день их невозможно. Результат от этого будет только вот через 10, 15, 20 лет, когда уже восстановиться лес не успеет, а то, что рубится, то будет вырублено. И восстановить это можно будет на протяжении сотни лет только. Незаконная вырубка леса и нелегальный оборот древесины наносят огромный ущерб экономике и ухудшают имидж лесной промышленности не только отдельных регионов, но и всей страны. Так, по некоторым данным, именно на нелегальную вырубку приходится от 10 до 35% всей лесозаготовки в стране. Ради легкой наживы люди идут на неоправданный риск, и о вреде, причиняемой природе, они думают в последнюю очередь. Но нельзя забывать, что лес – это легкие планеты, и неужели кому-то может быть безразлично, чем будем дышать мы и наши дети. Микаэл Тангиев, Адам Далаков, Новости 24.